1 сентября в Республике Башкортостан введены новые меры поддержки для многодетных семей. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. На прямой связи с нами со студии Юлия Ардаширова, начальник отдела организации социальной поддержки семьи и детей Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Юлия Эльдаровна, здравствуйте. Добрый день. Итак, с 1 сентября введены новые меры поддержки для многодетных семей. Я имею в виду возможность бесплатного посещения выставок, музеев и бесплатного проезда на общественном транспорте. Если можно, расскажите поподробнее о них. Да, конечно. С 1 сентября вступил в силу закон, который дает право многодетным семьям воспользоваться льготой по бесплатному проезду. Данной льготой будут пользоваться многодетные семьи, проживающие в городах республики. Кроме бесплатного проезда у нас с 1 сентября предоставляется право на посещение бесплатного посещения музеев, выставок и учреждений культуры. В рамках принятия нормативно-правового акта внесены изменения также в предоставление ежемесячного пособия на ребенка в республике. Таким образом, многодетные семьи, проживающие в городах, будут пользоваться льготой по бесплатному проезду. При этом в случае, если ежемесячное пособие на ребенка такой семье назначено на 12-месячный период, например, семья назначена ежемесячное пособие на ребенка с апреля 2024 года по конец марта 2025 года, такая семья до окончания периода данное пособие дополучает. При этом с сентября у нее будет право воспользоваться бесплатным проездом. Уже по окончании периода у данной семьи будет право только на бесплатный проезд. И это касается у нас 19 городов Республики Башкортостан. Непосредственно реализатором данной меры является Министерство дорожного транспортного хозяйства Республики Башкортостан. Реализует эту меру непосредственно администрация района. Семьям никуда с заявлением обращаться в учреждение не нужно. В школе непосредственно классные руководители соберут заявление с представителей многодетных детей из многодетных семей. И эти заявления с пакетом документов, в том числе в котором будет прикладываться удостоверение многодетной семьи, будут переданы в администрацию, в отдел образования. В дальнейшем отдел образования передает эти сведения в БРСК, где мы непосредственно подтверждаем статус данной семьи. И в дальнейшем по карте школьника либо карте АЛГА будет предоставляться проезд школьникам из многодетных семей, проживающих в городах республики. Это 2 поездки в день в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая в течение учебного года. Юлия Эльдаровна, это льготы доступны абсолютно всем многодетным семьям? Именно здесь финансовая составляющая не учитывается, доходы семьи? Нет, не учитывается, но обращаю внимание, что этот проезд введен для многодетных семей, проживающих именно в городах. Те, кто многодетные семьи проживают в сельской местности, они также будут пользоваться ежемесячным пособием на ребенка, учитывая, что у нас в сельской местности нет городского транспорта, и, соответственно, если необходим подвоз до школы, там функционируют школьные автобусы, довозят до школы. И, соответственно, у нас проезд введен только в городском сообщении для многодетных семей, проживающих в городе. Юлия Эльдаровна, и очень многие говорят, очень многие многодетные семьи не знают о том, что есть такая льгота, как компенсация за оплату обучения. Вот какие нюансы есть в этом моменте? Эта мера у нас, можно сказать, тоже новая, поэтому, возможно, многие не осведомлены, но в средствах массовой информации мы это уже в мае пиар-компанию запустили. Соответственно,
те, кто закончил обучение в 2023-2024 учебный год, они вправе обратиться за компенсацией этого учебного года. Компенсация составляет 50% от стоимости обучения, но не более 30 тысяч за учебный год. То есть эту компенсацию получают также многодетные семьи без критерия малоимущности. То есть любая многодетная семья, у которых дети учатся в колледже, который расположен на территории Республики Башкортостан, вправе обратиться за данным видом компенсации. Обращаться можно как в МФЦ, так и в учреждения социальной поддержки населения. При этом в электронной форме в ближайшее время тоже будет доступна эта услуга. Юлия Эльдаровна, раз уж мы заговорили о льготах для многодетных семей, понятно, что есть нововведения. Хотелось бы еще узнать, какие еще льготы доступны для семей, которые воспитывают 3 и более детей. В настоящее время льготы доступны по линии образования. Это у нас и бесплатное питание в школе многодетным малоимущим семьям, и набор школьно-письменных принадлежностей, и компенсация за школьную форму раз в 2 года для таких семей, из многодетных семей и малоимущих. Также по линии социальной поддержки определенный ряд пособий, которые предоставляются, это и денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это и предоставление ежемесячного пособия отдельным категориям многодетных семей. Семья, имеющая 4 детей, это в размере 1500 рублей. Семья, имеющая 5 и более детей, 2076 рублей ежемесячно. Также по линии Социального фонда России предоставляется не только многодетным, а всем семьям с детьми единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Размер варьируется от 50% прожиточного минимума до 100% в зависимости от доходов семьи. Кроме того, там учитываются критерии имущественного ценза, определенные нормативы, которые должны быть соблюдены у семьи, чтобы получить и воспользоваться правом на предоставление данного вида пособия. Также у нас есть отдельные виды пособий, которые также не привязаны к критерию малоимущности. Это, допустим, многодетная семья, имеющая 8 и более детей. Она имеет право на меру поддержки, как 622 800 рублей, обратиться единовременно, получить данную выплату. Также обо всех мерах поддержки, исходя из жизненной ситуации, которая у семьи возникла, это рождение 1-го ребенка, либо рождение 2-го, 3-го и последующего, нахождение в какой-то кризисной ситуации. Все эти жизненные ситуации можно увидеть. У нас есть такой хороший лонгрид на портале Башинформ, где вот эта вся информация доступна в форме изложенной. И граждане, зайдя на этот лонгрид, могут непосредственно увидеть эту меру поддержки, также посмотреть условия ее предоставления и непосредственно куда обратиться за этой мерой поддержки, там тоже указано. Все номера телефонов тоже обозначены. Юлия Эльдаровна, спасибо огромное, что уделили нам время, ответили на те вопросы, которые волнуют сегодня именно многодетные семьи, и о том, что и есть доступны теперь бесплатные поездки в общественном транспорте и посещение выставок, музеев, и понятно, что здесь есть нюансы, о которых мы сегодня и говорили. Давайте еще раз проговорим их для того, чтобы нашим телезрителям было понятно. То есть, если поездки доступны, в какое время года, с какого по какой и сколько раз в день? Поездка предоставляется с 1 сентября по 31 мая, 2 поездки в день, без учета выходных дней. То есть 2 поездки в день ребенок может ездить. Это непосредственно не имеет значения, куда он поехал. Он может поехать в секцию, может также поехать на какое-то мероприятие. Да? И при этом оформить эту льготу можно через школы, насколько я понимаю, когда есть карта школьника или карта АЛГА, верно? Да, непосредственно эти 2 поездки будут начисляться на карту школьника. И это будет все по заявлению через школу, через образовательную организацию осуществляться. В ближайшее время это все будет доведено, каким образом и в какие сроки все это будет уже обозначено. Юлия... Если при возникновении вопросов, да, можно позвонить в Министерство транспорта и более уточняющие вопросы задать.
Юлия Эльдаровна, спасибо большое, что вышли с нами на связь и ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.